Дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын, а в нашей студии гости, и я рада их представить. Сегодня мы будем говорить о форуме молодых исследователей, который пройдет совсем скоро, в этот четверг, 11 декабря, в Якутском промышленном техникуме имени Тараса Десяткина. И сегодня в нашей студии организаторы этого важного мероприятия, и я назову их прямо сейчас. Светлана Иванова сегодня в нашей студии. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Вы организатор республиканского конкурса проектов «Марафон бизнес-идей». Этот конкурс пройдет в рамках форума. Правильно. Форум называется «Шаг в будущую профессию». Я не сказала название. Он еще и приурочен к столетию Гаврила Чиряева. Это мероприятие. Также в нашей студии сегодня Алексей Загоренко. Алексей, здравствуйте. Вы организатор республиканского конкурса «Лидер бережливости. Студенческая лига». Да. И этот конкурс также в рамках форума. И сегодня в нашей студии Полина Барахсанова. Полина, здравствуйте. Здравствуйте. Вы организатор медиаконкурса среди детей дошкольного и младшего школьного возраста «Юный мастер». Верно. Сегодня у нас цели рассказать во время первого блока о каждом из этих конкурсов. И, наверное, в общем, начнем с направлений форума. Светлана, вам слово. Расскажите, пожалуйста, обобщенно, что это за мероприятие, чем оно важно. И еще, наверное, я приглашу сразу же к нашему эфиру родителей тех детей, кто, может быть, уже планирует вот так вот, да, в научно-исследовательскую работу, да, как-то пойти, и кто планирует участвовать, или кто, может быть, впервые слышит о такой возможности, да, будет тоже полезно и интересно, потому что такой форум и участие в нем дает дополнительные бонусы при поступлении дальнейшем для детей, когда они уже идут в студенческую стезю. Ну, начну с того, что форум «Шаг в будущую профессию» проводится в 19-й раз нынче, и в этом году он посвящен, как вы уже говорили, столетию выдающегося государственного политического деятеля Гаврила Иосифовича Чиряева. Форум сам состоит из научно-практической конференции, в котором входит 13 симпозиумов. Симпозиумы, если коротко сказать, то есть горнодобывающая отрасль, информационные и коммуникационные технологии, строительство, транспорт, электротехническая промышленность, топливно-энергетический комплекс, клиническая и профилактическая медицина, сельское хозяйство, педагогика, туризм и сфера услуг, правоохранительная сфера, искусство и креативные индустрии, экономика и управление. Это все научно-практическая конференция. Помимо научно-практической конференции в рамках форума проводится республиканская интернет-олимпиада. Она обычно посвящена, каждый год тематика форума меняется, и в этом году вот олимпиада приурочена столетию Гаврила Иосифовича Чиряева. 2 конкурса по бережливости, мой коллега вам расскажет о конкурсе, медиаконкурс «Юный мастер» также вам расскажут, и республиканский конкурс проектов «Марафон бизнес-идей». И хотелось бы добавить, что наш форум входит в реестр мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации. Давайте еще скажем о учениках. Какой это возраст? И они заранее подавали свои заявки? Да, вот 11 декабря у нас состоится финал форума. 250 работ допущены. Это чисто по научно-практической конференции. Помимо этого, тоже в конкурсах были проведены уже отборочные этапы, у всех по-разному. Некоторые командные. Вообще форум начинается у нас с ноября месяца. И вот финал только в декабре всегда. Каждый год мы проводим в декабре. И целевая аудитория школьники и студенты средних профессиональных образовательных организаций. То есть колледжи и техникумы Якутии могут участвовать, а также школьники. А для школьника это с какого класса? Наверное, класса с 5, да? С 6? Ну,
У всех по-разному. У всех, Да, и даже младшие да. могут быть? Нет, не сильно младшие. Младшие есть у нас, по-моему, в конкурсе «Медиа юный мастер», да? Ну да, у нас же есть еще вот как раз дошкольного и младшего школьного возраста определенный какой-то конкурс, значит, могут тоже участвовать даже дошкольники, да? Да. Они наверняка участвуют со своими руководителями. Конечно, у всех есть руководители. Вот 15 мероприятий, да, грубо говоря, в форуме, и у каждого студента, обучающегося ученика, они подходят ответственно именно с руководителями, готовят целый год, да, и вот участвуют. Потом по окончанию мероприятия финалисты будут рекомендованы на участие на всероссийские научно-практические конференции. Это уже для студентов как будто бы выход плюс на... балл, да. Да. А для школьников, возможно, конечно, потом... для поступления плюс. Да, для тоже. Поступления плюс. А вот вы будете рассказывать, Светлана, о своем марафон бизнес-идей конкурсе? Да, или с радостью. Сейчас или вы? Да, давайте сейчас. Давайте. Наш марафон проводится с 2017 года, уже в 9-й раз. И конкурс актуален тем, что команда состоит из 8 человек. Это один педагог, наставник команды, и руководитель — это работник из числа административно-управленческого персонала, то есть директор либо замдиректор, и плюс 6 студентов. То есть заинтересованы в проекте как работники, так и студенты. Также проект был реализован. Конкурсанты должны составить проект с использованием материально-технической базы, то есть учебно-производственные комплексы. Это мастерские, которые они пишут проект, осуществляют данный проект и на этом должны приносить доход, то есть зарабатывать должны на внебюджет. Во внебюджетку должны деньги делать. Это, наверное, конкурс больше для тех детей, которые хотят потом быть индивидуальными предпринимателями или нет? Или не обязательно? Не обязательно, но это тоже как плюс. Кстати, данный конкурс поддерживается Центром «Мой бизнес». В образовательном интенсиве обучают преподаватели Центра «Мой бизнес». И поддерживается Якутской дирекцией банка «Газпромбанк». Они каждый год приходят экспертами на наш конкурс, призы лучшим, специальные призы выдают и так далее. Также данный конкурс стал победителем гранта Всероссийского движения детей и молодежи в прошлом году, поддержали движение первых. И что еще можно добавить? Мы можем передать слово вашим коллегам. Алексей, Давайте. Расскажите, пожалуйста, про ваш конкурс «Лидер бережливости. Студенческая лига». Как-то звучит не очень понятно, но сейчас вы нам все объясните. Да, впервые проводится конкурс «Лидер бережливости. Студенческая лига». Значит, команды состоят из наставников и 3 студентов колледжей и техникумов. Бережливость — это такая вообще философия и технология по повышению производительности труда и улучшения процессов. Соответственно, на данном конкурсе студенты должны продемонстрировать свои знания и умения, навыки по, соответственно, выявлению различных потерь в процессах, да, и их улучшению. Ранее мы проводили конкурсы только для команд, соответственно, преподавательских составов колледжей и техникумов. Вот в этом году мы решили и для студентов такое сделать. Но вообще бережливое производство и повышение производительности труда — это очень актуальная тема, потому что мы готовим специалистов для экономики Российской Федерации, и, соответственно, необходимо эти технологии и навыки внедрять с самого раннего детства, то есть мы воспитываем бережливую личность. А как вот какой-нибудь пример расскажите? Как это вот, например, поможет человеку потом вот в его профессии, что он будет уметь? Вот самый известный пример внедрения бережливых технологий — это компания Toyota, да, то есть они постоянно выявляют какие-то проблемы в своих процессах, да, и называют их там бриллиант, и постоянно улучшают. Благодаря этому компания Toyota уже многие годы лидер мирового автомобилестроения. То есть, соответственно, наши студенты, которые вот участвуют в конкурсе, они, соответственно, уже овладели этими навыками, да, а потом, когда они будут трудоустроены, они уже будут высокопроизводительными, так сказать, рабочими, высококачественными, которые, соответственно, смогут улучшать свои процессы на тех предприятиях, которые, куда они пойдут работать.
Не будем возражать, если названная вами компания нам заплатит за рекламу. Лучше не называйте название, просто вот в какой-то сфере компания. Все компании крупной Российской Федерации, Сбербанк, Горьковский автозавод, Росатом, все они внедряют бережливое производство. Соответственно, специалисты, которые будут владеть этими навыками, они будут хорошо востребованы на рынке труда. Спасибо. Перейдем тогда к конкурсу, который будет проводиться или проводится уже, да, итог, среди детей дошкольного и младшего школьного возраста, юный мастер. Полина, расскажите, пожалуйста, о том, как это будет происходить. Данный конкурс «Юный мастер» проводится для категории детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет и для категории школьников. Это совсем маленькие же такие да, детки, как они будут детки. защищать? Там у нас, получается, будут номинации, ну, они у нас номинированы как дипломанты 1, 2, 3 степени, в категории дошкольник и в категории школьник у нас предусмотрены гран-при. Здесь действительно, да, категории такие совсем маленькие, дошкольные, это совсем детсадовский возраст от 5 до 7 лет, да, и чаще всего здесь, безусловно, ну, конкурс сам, он индивидуальный, но с помощью родителей, с помощью руководителей, воспитателей детских садов. Расскажите, как это будет проходить, да. Какой-то пример, как это вот маленький такой ребенок будет? Да, например, в этом году тема промышленные отрасли, они раскрывали профессии, да, то есть этот конкурс направлен на раннюю профориентацию. Юные наши конкурсанты раскрывают суть профессии. К примеру, сейчас номинирован на гран-при ребенок из Намского УЛУСа. Он в категории школьник, да, и он как раз-таки раскрывает профессию сварщик. Он попробовал себя в профессии как сварщик, да, рассказал, показал в действии. Сколько лет ему, такой маленький? Это школьник 3 класса. Но он маленький для сварщика, да. Это же тяжелая работа. Да, и как раз-таки данный конкурс раскрывает профессию, возможно, родителя, возможно, брата, сестры, да, то есть оно как бы направлено на раннюю профориентацию, и благодаря тому, что дети пробуют себя в профессии, они знакомятся с этой профессией. И как раз-таки конкурс направлен на то, чтобы дети знакомились с различными профессиями и также владели различными компетенциями. То есть они видео снимают, да, показывают, разговорная речь тут хорошо тоже проявляется. Поэтому он такой конкурс направлен на именно раннюю профориентацию, именно знакомство с профессией. Дети дошкольного возраста, на гран-при у нас номинирован ребенок из Павловского детского сада, да, он у нас раскрывает профессию машиниста. Он был как раз-таки в Нижнем Бестяхе, попробовал себя в профессии, познакомился с машинистом и раскрыл эту профессию, и очень в таком юном возрасте очень хорошо рассказал своей речью, показал, как оно, ну, вообще в профессии это развивается и кем бы он хотел стать в будущем. Наверное, у этих детей очень хорошая поддержка со стороны родителей. Да, безусловно. Ну, были такие конкурсные заявки, да, как раз-таки он у нас проводится в дистанционном формате. Видеосюжеты отправляют у нас в период с 25 октября по 25 ноября, и вот итоги у нас в декабре. 11 декабря итоги подведем, и здесь действительно дети пробуют себя в различных образах, да, кто-то снимает, монтажирует, кто-то просто вот своей разговорной речью раскрывает эту профессию. Ну, то есть тут несколько навыков и компетенций развивается благодаря участию в этом конкурсе. Ну вот то, что снимать, да, и что-то там написать, рассказать, это еще понятно. Но когда ребенок вот к такой достаточно сложной профессии прикасается, как сварщик, вы сказали, водитель, да, он же еще там совсем маленький, он даже и до педали-то не достанет, да, но он уже хочет это попробовать и уже что-то даже пробует. И это, конечно, удивительно интересно. И этот форум проводится 19-й раз. И вы, наверное, можете отследить уже, да, судьбу каких-то детей, которые вот так вот в самом начале заявили, или вы так не общаетесь потом? Ну, у нас конкурс проводится ежегодно, в период, вот как раз-таки попадается с октября по ноябрь, да, и, безусловно, эти детки далее участвуют в различных других конкурсах, проявляют себя, развивают свои компетенции, улучшают свои съемочные, да, этапы, и, безусловно, некоторые из них к нам возвращаются, уже пробуют себя в профессии, то есть какие-то курсы у нас дополнительно проходят обучение, но так, чтобы прямо отследить вот этот ребенок с дошкольного возраста,
принял ли себя в профессии. К сожалению, мы такого анализа не проводили, но, наверное, мы это проведем. Ну, по годам уже возможно. Я вспомнила, вы были в прошлые годы в нашей студии, вы рассказывали еще про девочку, которая профессию доярки осваивала. Да, Тоже да. маленькая совсем. Да. Получается, у нас конкурс ежегодно, он эту профессию, да, различную мы применяем. В прошлом году вот как раз сельскую отрасль мы раскрывали, а в этом году мы раскрываем промышленную отрасль. То есть в следующем году это будет другая отрасль. Поэтому благодаря тому, что мы еще и отрасль ежегодно меняем, да, направление, благодаря этому у нас конкурсанты, они могут ежегодно участвовать и принимать участие в этой конкурсной заявке с октября по ноябрь. Мне кажется, это прям самая интересная площадка. А насколько вот дети хотят повторить профессию кого-то из родственников, там, родителей своих? Насколько они хотят вот в этом быть похожи? Это как-то, можно уже отследить? Или они, наоборот, выбирают что-то не похожее? Ну, к сожалению, такого анализа не проводили, но есть такой династийный подход к конкурсу. К примеру, ранее у нас была заявка ребенка, который знакомил с профессией своего дедушки, он работает цирковым артистом, и он пробовал себя тоже вот в роли циркового артиста, он занимается, дополнительные кружки посещает в этом цирке, да, и пробует себя в будущем в профессии своего деда. Такие конкурсные заявки тоже бывают. Это очень интересно, потому что говорят именно, что вот предназначение, да, твое, что к чему лежит душа, это в детстве проявляется. Как-то же есть даже что-то такое, когда маленький ребенок только-только начинает ходить, перед ним кладут книгу, нож, что-то еще, и вот в каком направлении он пойдет, то есть вот эта сфера, значит, на самом деле ему близка, что вот как будто бы это прям такой тест 100%. Да, действительно. Поэтому, наверное, в следующем году мы уже тех участников, которые являлись конкурсантами и финалистами, да, привлечем к экспертной работе и узнаем, какие у них все-таки в будущем совпали ли в профессии или нет, учитывая, что столько лет проводится конкурс. Ну, у вас, конечно, мне кажется, самое интересное, на мой взгляд. Конечно, у ваших коллег тоже интересно, все важно и полезно, наверное, уже для более старшего возраста, да, которые уже понимают, куда они, в какую профессию пойдут. Уважаемые гости, я хочу, чтобы не забыть и успеть в эфирное время поблагодарить Тамару Данилову. Она главный редактор Института профобразования Республики Саха-Якутия, за помощь в организации сегодняшнего эфира. И вообще Тамаре сказать огромное спасибо за сотрудничество. Год подходит к концу, и всегда человек мобильно, доступно, четко, лаконично. Тамара, благодарю вас и огромное вам спасибо. У нас остается 2 минуты до конца нашего блока. Может быть, вы хотите сказать несколько слов участникам, которые будут уже подводить итоги в четверг, может быть, их родителям, может быть, тем, кто еще не пришел участвовать вот в такой форум. Но хорошо было бы, если бы заинтересовался. Приглашаем всех родителей в первую очередь, да, о том, чтобы они принимали участие, привлекали своих детей в такие активности. Это действительно развивает детей и дает много возможностей проявить себя в будущем, да. Например, учитывая, что в конференциях это умение выступления перед аудиторией, вот, да. Да, как это То важно. есть такие навыки, мне кажется, обязательно нужно попробовать еще в школьном возрасте и даже дошкольном, да, чтобы в будущем узнать, действительно ли эта профессия подходит, например, вот эта вот аудиторская, да, вот, работа с публикой. Вообще научно-практическая конференция, она подразумевает глубокие знания, да, знакомство с литературой, с различной историей, да, раскрытие его вообще в целом потенциала, поэтому приглашаем всех к участию. Будьте активны. А чтобы узнать какую-то информацию, можно зайти на сайт этой конференции, да, Института и там развития профобразования. На сайт Института развития профобразования, и там будет есть вкладка. Вся информация, да, и как прийти, как подать заявку. Там все контактные номера организаторов указаны. Да, вот это важно, что мы сказали. Но наше время подходит к концу нашего блока. Спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня, рассказали, я думаю, заинтересовали.
обязательно тех, кто, может быть, только подумывает прийти вот в такое мероприятие и как-то проявиться. Мне кажется, когда это делают в детстве, да, вот совсем маленькие, здесь как-то даже может быть и легко, потому что родители же еще думают, ну, пусть поиграет ребенок, еще как бы ничего такого, да, пусть поиграет в машиниста. А когда уже, конечно, студенты, там могут родители, наверное, как-то и манипулировать выбором профессии. Но, тем не менее, это интересно. Интересно, чтобы узнать себя. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Оставайтесь. Через короткие 4 минуты мы продолжим. Жду вас. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Я рада приветствовать своих гостей. Будем говорить опять мы про то, как помогать детям проявляться, как заявлять о себе. Сегодня в нашей студии ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия Василий Павлов. Василий Климович, здравствуйте. Здравствуйте. Я, как всегда, рада и счастлива вас видеть. Спасибо, что вы находите время приходить в нашу студию. Я совсем недавно, буквально вчера, пересмотрела наше с вами интервью от 15 сентября, которое состоялось здесь в студии. Я редко пересматриваю, но тут я просто млею перед таким образованным человеком, как вы. Спасибо. И рада представить вашего коллегу. Сегодня в нашей студии Сергей Попов, тьютор регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей Республики Саха-Якутия. Сергей Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Рада с вами познакомиться сегодня. Также, спасибо. Мы будем говорить о форуме по инженерному образованию и профориентации инженерию, который прошел в городе Нерюнгри в конце ноября, 18-20 ноября. Но сам форум — это мероприятие очень важное для научной среды нашего города и нашей республики, поэтому даже по скриптум важно о нем сказать, об этом форуме. А в чем важность? Да. Василий Климович, расскажите, и почему этот форум проходит в Нерюнгри? Он проходит ведь тоже не первый раз. Но для Малой академии наук это такая наша мечта большая, создать такой форум, чтобы он был ежегодным, проводился каждый раз традиционно, чтобы это было началом такого большого события, не только события, да, а началом большого пути, по которому бы потом развивались научные различные проекты именно в Южной Якутии. Потому что для нас это очень важно в плане того, что вся наша история развития Якутии, в общем-то, связана с такими великолепными и знаменитыми местами, как Нерюнгри, Мирный. Дело в том, что я вот как ребенок всегда запомнил очень сильно, да, так сказать, как вот развивался Южно-Якутский территориальный производственный комплекс, ТПК называется. И помню, как, например, да, так сказать, как радовали жители Якутии, когда прилетел сюда Косыгин Алексей Николаевич, да, так сказать, вот он как раз и посетил Нерюнгри в 1974 году, в марте месяце. Это было большое событие, да, вместе с нашим Гавриилом Иосифовичем Черяевым. И в такие большие надежды, да, вкладывалось. Дело в том, что весь этот регион Южной Якутии — это невероятно богатый, невероятно и удивительное место, да, так сказать. И что самое удивительное, это большая великая страна наша, да, смогла в том уникальном регионе, да, где находятся самые большие залежи коксующихся углей, да, создать такой великолепный город. Он стал магнитом для самых талантливых людей нашей большой страны. И сюда приехали, ну, я просто помню, был даже знаком с такими замечательными людьми. Во-первых, хочу напомнить, да, Евгений Александрович Варшавский, да, так сказать, человек-легенда, просто великолепнейший человек. Я с ним еще и познакомился в Англии, в Лондоне, с ним ездил, да, так сказать. И еще Эстерлейна мы сможем вспомнить, да, Эдуарда Яковлевича. Фантастические, работоспособные люди, совершенно талантливейшие. Они смогли создать там уникальный город, да, так сказать, город-жемчужина, где могли развиваться люди, показывать свои таланты. И сейчас там живут еще несколько новых поколений совершенно удивительных людей, и это стало действительно для нас не то чтобы открытием, да, и не откровением даже, да, так сказать, а мы это уже и верили, и действительно нашли, потому что дети из Нерюнгри сейчас показывают абсолютно феноменальные успехи. Дело в том, что в научной среде, да, мы должны использовать и развивать научно-проектное мышление. И вот это научно-проектное инженерное мышление там очень сильно развито, потому что существует сама атмосфера и среда, в которой это очень легко развивается. И поэтому действительно Нерюнгри может стать таким хабом, центром притяжения
очень такой умной инженерной мысли, и образование инженерное должно там действительно развиваться, и мы думаем, что оно станет таким на Дальнем Востоке большим центром, в котором каждый год мы можем проводить такие форумы для всего Дальнего Востока, можем приглашать туда и иностранных наших партнеров, да, из Китая, из других стран, и что самое важное, оно будет абсолютно открывать новые двери для наших талантливых детей, и там возможно просто открытие еще очень сильных научных, значит, хабов для развития всего южно-якутского региона. И для нас это очень важно. И вот как раз наши коллеги, да, так сказать, помогли этому осуществить, да, так сказать, и очень благодарен всем нашим нерюнгринским партнерам, да, так сказать, главе Нерюнгринского района Роман Михайлович Шагельняк, он очень нас сильно поддержал. И, естественно, школы, удивительные коллективы, которые там работают. Первый наш якутский народный учитель Якутии есть, да, так сказать, Сергей Михайлович, да, он Жилин, и он является директором школы ИТЛ, информационно-технологический лицей номер 24 имени Евгения Александровича Варшавского, как раз, да, так сказать, оттуда вышло очень много наших детей замечательных, которые вернулись обратно, еще и работают. То есть там уже существует такое сообщество. Сергей Валентинович, извините, расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях. Ведь в этом форуме участвовали в основном дети именно из города Нерюнгри, или нет? Да, ну это имеет предысторию, конечно. Это, конечно, случилось благодаря вот нашему ректору Василию Климовичу, министру нашему Нюркину Васильевне Афанасьевне. И мы ездили до этого в прошлом году, позапрошлом году, по-моему, ездили, договорились предварительно. В прошлом году мы провели этот форум, как бы это было проверочное, а в этом году уже выступили, так сказать, более организованно. И радует то, что, да, вы действительно правильно заметили, школы только, к сожалению, Нерюнгринского района, но мы как бы имеем большие планы. В этом году участвовала школа номер 1, номер 7, номер 13, номер 22, ну и гимназии 1, 2. Из Намцев, кажется, еще были, да? Из Намцев, да. И также тындинские дети. Да, тындинские дети были. Угу. И радует то, что наши все-таки благодаря вот большой работе управления образования во главе с Ольгой Борисовной, там Наталья Копян, Эльмира Валиева, хотелось бы отметить их большое участие и старание. Мы привлекли наших промышленников, это Якутуголь, Колмар, Дальневосточная железнодорожная компания, Якутская ГРЭС. Как спонсоров привлекли? Нет, они как соорганизаторы. Дело в том, что мы хотели, ну не то, что мы хотели, у нас есть большая политика создать такие классы, профильные классы, которые вот в связке с промышленными крупными компаниями. Это вот берет истоки от наших нефтегазовых классов, которые тоже наш большой партнер Роснефть, Тасурахнефтегазодобыча это ведет. Каждый год форум проводит у нас. И вот это мы решили масштабировать, увеличить. И в этом году провели такой, так сказать, игропрактику с участием более 50 детей из 7 школ. И эту капитанами выступили как раз-таки наши представители промышленности. Действительно работающие инженера, там, которые вот стали ведущими команд, руководители команд, и вели детей вот в свою как бы промышленные, по своим профильным этому. Это же так интересно. А в следующем году есть ли надежда, что школьники из Якутска смогут приехать в Нерюнгри и в этом конкурсе, в этом форуме поучаствовать? Ну, на самом-то деле это благодаря вот опять-таки нашему Арсению Сергеевичу главе мы открываем школьные научные клубы по всей республике. Задача открыть минимум более 500 школьных научных клубов. И там будет инженерное профильное образование, научные клубы. И вот большая мечта Василия Климовича собрать вот этих детей в Нерюнгри, собрать действительно с Дальнего Востока,
потому что там тоже промышленность не такая слабенькая, ну, так сказать, да, и масштабировать действительно, может быть, даже получится, Василий Климович, международное такое. Да, ну участие, вот про международное говорили, а про наших вот бы тоже надо не забыть. Конечно, конечно. У нас же очень сильные, да, есть? Это вот истоки, на самом-то деле, идут из нашего центра Сириуса. Там тоже вот этому профильному технологическое наше суверенитет и так далее большое внимание уделяется, и вот это наше движение имеет большую поддержку. Ну, надеемся, будет развиваться вот так. Ну, в республике действительно центр Якутск, да, так сказать, здесь все варится, очень умные дети и прочее, да, так сказать, ну и потом уже получается Нерюнгри, да, и дальнейшее развитие, мы там думаем, будет очень сильное. У нас на прямой связи есть подключение ваш коллега из города Нерюнгри Сергей Деминов, руководитель структурного подразделения лицейский технопарк «Кванториум». Сергей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас слышать. Мы все вас слышим. В студии Василий Климович, Сергей Валентинович. И говорим о том мероприятии, которое прошло в вашем городе в конце ноября. Форум по инженерному образованию и профориентации инженерию. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях, о том, что изменилось для тех детей, которые в этом форуме приняли участие, в чем ценность для вас, как для одного из организаторов такого мероприятия, ну и, может быть, что-то еще вы от себя захотите добавить, кроме моих вопросов. Да, спасибо большое. Ну, на самом деле, форум инженерию это мероприятие, которое проводится второй год, то есть как бы в этом году оно обрело название, то есть как бы, да, такое слова такого как бы не существует, инженерию, но мы объединили инженеры, Нерюнгри, получилось вот такое звучное, очень красочное название, которое, в принципе, как раз очень хорошо характеризует сам по себе форум. Вот, в этом году нам удалось форум сделать уже межрегиональным. К нам приехали гости из Амурской области, к нам приехали гости из Намцев. Вот, и благодаря этому, соответственно, нам удалось увеличить географию. Вот, дети очень активно принимают участие в форуме. Было множество мероприятий. Малая академия наук подготовила очень большую, обширную программу, которая задействовала и педагогов, и руководителей, и, соответственно, самое важное для нас, наверное, помимо того, что, конечно же, задействованы дети, очень важно было привлечь внимание администрации Нерюнгринского района в целом и, соответственно, конечно же, предприятий недропользователей, которые очень активно в этом году включились в работу. То есть как бы у нас наконец-то появилось какое-то взаимодействие между предприятиями и образовательными учреждениями. Вот. Данный форум был инициирован 2 года назад при поддержке целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия, непосредственно его руководителя Владимира Анатольевича Егорова. Вот. Василий Климович очень активно помогает с развитием форума, и, соответственно, мы очень надеемся, что в будущем году нам удастся еще больше расширить географию и подключить сюда Дальний Восток, Иркутскую область, наших постоянных соседей, которые совсем рядышком находятся и могут активно принимать участие. Вот. А по своим ощущениям хочется сказать, что гораздо больше активности стало, гораздо больше детей стало участвовать, то есть как бы гораздо больше, в принципе, людей привлечено к работе данного форума. Я считаю, эта работа очень важная для развития вообще инженерного образования в республике. И спасибо огромное, что с подачи Малой академии наук эта работа ведется именно на территории Нерюнгринского района. То есть как бы мы все-таки имеем статус территории опережающего развития, вот, и все так или иначе задействованы именно в какой-то инженерной работе, в добыче полезных ископаемых, да, в каждой семье, грубо говоря, есть такие работники, поэтому для нас очень значимо, что такая работа ведется именно у нас. Ну, надеюсь, я на вопросы ответил, готов прокомментировать, если необходимо.
Сергей Иванович, большое спасибо. Я рада, что у вас остались такие впечатления об этом мероприятии. И то, что так много детей хотят в нем принять участие, говорит как раз-таки о том, что такие форумы необходимы. Благодарю вас, вам хорошего вечера. Оставайтесь своим вниманием с нами. Слушателям и зрителям я напомню, что на прямом подключении с нами был Сергей Деминов, руководитель структурного подразделения «Лицейский технопарк Кванториум», город Нерюнгри. Мы продолжаем говорить про форум, который прошел в городе Нерюнгри в конце ноября. Может быть, мы немножко расскажем для наших слушателей и зрителей, что это были за конкурсы, что сделали сами дети, в чем они вот развивались, на каких-то, может быть, примерах, и какие бонусы дает участие в таких вот форумах. Что дальше для ребенка будет легче, например, поступление или, может быть, участие в более каких-то масштабных мероприятиях? Ну, было 12 различных мероприятий. Среди них и конкурсные мероприятия, в которых принимали участие дети, сами со своими научными проектами. Как раз вот мы это все приурочили к региональному, значит, нашему этапу «Шаг в будущее», который мы проводим каждый год. В этом году мы как раз уже в этот раз, в этом учебном году у нас будет 30-летие, да, данного мероприятия. Оно самое флагманское для Малой академии науки. Как раз районный этап проводился во время нашего форума, да, кстати, инженерию. Еще и одновременно с этим шло конкурсное такое мероприятие, называется IT-хакатон. Ребята собирали свои проекты интересные, связанные с цифровыми технологиями. Как всегда, ежегодно там показывают очень интересные, сильные работы. Они все имеют практические выходы. И что самое главное, их можно еще и мультиплицировать, увеличивать, масштабировать, продавать, да, так сказать. Это уже начало такого большого стартапа, бизнес, да, так сказать. Уже сам ученик этого форума, учащийся, да, школу, он может даже уже продавать да, этот уже проект? Ребята, у нас были такие интересные примеры, да, когда ребята занимались искусственным интеллектом, создавали с помощью искусственного интеллекта уже рисунки и прочее, и их разработанные приложения были уже как раз маркетинговым образом проданы, да, так сказать, уже. И деньги получили сами дети получили школьники. Сами школьники, да, так сказать, это очень хорошо, и сейчас это все используется. Дело в том, что сейчас все молодеет, да, так сказать, и школьники сами могут уже использовать все эти технологии, потому что мы в возрасте люди уже не можем, да, так сказать, на самом-то деле сидеть и все это делать, а молодежь, она абсолютно открыта и может очень быстро ко всему приспособиться и выйти на очень прикладное и практическое такое русло. Зато как вы можете поддержать, как вы можете направить, сориентировать, да, и с помощью таких мероприятий помочь школьникам какие-то новые знакомства, которые потом им помогут, да, очень, и как-то определят их судьбу. Да. И в это время там проходило еще и гонки дронов, да, так сказать, вот, это было супер увлекательно. Я был настолько потрясен сам, потому что это уже в стимуляционном этапе, да, и потом еще, как говорится, было много интересного. Еще раз. Ну, конечно, хотелось бы напомнить, что в этом году благодаря ЦВФ фонду будущего поколения у нас ЦВФУ принимал участие по профориентации, и сам целевой фонд будущего поколения провел работу по грантовой деятельности. Они консультировали, читали лекции и так далее, и провели круглый стол. Была черновая работа, как развивать инженерное образование, как открывать профильные классы и так далее. Вот. Надеемся, что будет дальше развиваться. Спасибо вам большое, что вы сегодня в нашей студии рассказали о таком важном мероприятии, и я вас поздравляю с тем, что это получается, что какие-то планы, да, вот так вот притворяются в жизни, и что столько соратников и ваших коллег вас поддерживают. Спасибо вам большое, вы делаете большое дело. Слушателей и зрителей благодарю за внимание, хорошего вечера.